10 января средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,22 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,96 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2254 до 10,23 сомони, 1 евро от 10,9698 до 11,03 сомони, 1 российский рубль от 0,1450 на 0,1480 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на сомнениях инвесторов в прекращении ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США. Об этом свидетельствуют данные торгов и СМИ. Цена на нефть марки Brent составила $79.13 за баррель, марки ВТИ $74.19 за баррель. Стоимость золота во вторник утром символически снижается, в то время как рыночные игроки не делают резких движений в ожидании данных об инфляции в США по итогам года, а также выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла следует из данных торгов. Стоимость составляет $1876.15 за тройскую унцию. Правительство Таджикистана поручило не беспокоить в течение 1 года ГУП Центр электромагнитной совместимости и радиомониторинга по поводу налоговых задолженностей и процентов по ним, образовавшихся на 1 ноября 2022 года. В соответствии с постановлением правительства, опубликованным на портале правовой информации Минюста Республики, общий объем этих долгов составляет около 33 миллионов сомони. Отмечается, что около 19 миллионов сомони из них приходится на сами налоги, а более 14 миллионов на проценты по ним. Поступление текущих налогов в бюджет поручается обеспечить в суммах и в сроки, которые установлены налоговым кодексом. ГУП Центр электромагнитной совместимости и радиомониторинга является подведомственным предприятием службы связи при правительстве Таджикистана. Предприятие занимается устранением электромагнитных помех, внезапного изменения напряжения или тока в цепи. Ранее сообщалось о предоставлении отсрочки по уплате налоговых долгов и процентов по ним национальному телекоммуникационному оператору страны ОАО «Таджиктелеком», которая тоже является подведомственной организацией службы связи. Национальный банк Таджикистана определил ряд факторов, которые могут в наступившем году привести к значительному росту потребительских цен и тарифов. Эти факторы в основном носят немонетарный характер и главным образом будут возникать в силу воздействия внешних потрясений. Повышение мировых цен на продовольственную продукцию и горючие материалы говорится в прогнозе денежно-кредитной политики Республики Таджикистан на 2023 год и среднесрочный период. В документе отмечается, что значительная доля товаров на отечественный рынок поступает извне. Одновременно импортируемые продукты в потребительской корзине составляют порядка 60%. С учетом потенциальных рисков и инфляционных давлений, НБТ планирует направить все свои возможности на достижение основной цели, то есть удержание стабильного уровня внутренних цен в долгосрочном периоде, используя механизмы и инструменты денежно-кредитной политики. Регулятор намерен в наступившем году продолжать осуществление курсовой политики, основанной на режиме плавающего регулируемого курса без определения и объявления пределов изменения курса. Целевой уровень инфляции в 2023 году и среднесрочном периоде остается в пределах 6%, как и в минувшем году. Вопросы финансирования проекта реабилитации Гулистон-Фарход-Пянж-Дусти обсуждены на встрече министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Зода с делегацией Исламского банка развития во главе с Эмре Эсером. Как сообщает пресс-центр Минэкономразвития, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества, вопросы финансирования ряда экономических проектов. Сторонами было отмечено, что взаимовыгодное сотрудничество развивалось из года в год и достигло качественного нового уровня. Стороны рассмотрели вопрос реконструкции и строительства дорог, в том числе проекта реабилитации автодороги Гулистон-Фарход-Пянж-Дусти. Завки Зода отметила, что автомобильная дорога Гулистон-Фарход-Пянж-Дусти является частью международной автомагистрали и обеспечивает хорошие условия для выезда на зарубежные магистрали.
Казахстан с 10 января разрешит прием зерна и продуктов перемола для перевозки на станциях Сары-Агаш на Центральную Азию и Достык на Китай. Причиной временного запрета с 1 по 10 января было скопление брошенных поездов на магистральной сети в связи с ростом вагонопотока. Кроме того, с 1 января 2023 года компания «Казахстан Тимиржолы» планировала отгружать зерно и муку на внешние рынки только маршрутами. По информации для Ала.кз, речь шла о станциях на Китай, Среднюю Азию, а также порт Актау. Маршрутизация подразумевает, что покидать станцию погрузки вагона должны исключительно партиями не менее 10 единиц. Местные зернотрейдеры, в свою очередь, заявили, что эта схема парализует работу мелких и средних компаний, которые отправляют за рубеж партии товары объемом менее 10 вагонов. Также любые подобные ограничения создадут почву для коррупционных проявлений со стороны перевозчиков. В результате было проведено совещание с участием бизнеса и руководства КТЖ. По ее итогам перевозчики прислушались к аргументам мукомолов и приняли решение отменить маршрутизацию для отгрузки продуктов перемола. А вот для зерна требование сохранено. КТЖ надеется с помощью этого механизма разгрузить станции и магистрали. Напомним, что на конец 2022 года в стране оказалось брошено 10 800 вагонов в направлении станции Сары-Агаш, основного стыка для поставки казахстанской пшеницы в Узбекистан и Таджикистан. Хороший урожай зерна в Казахстане в этом году сопровождает давняя проблема – его перевозка. Казахстан является основным поставщиком муки и пшеницы в Таджикистан. Республика импортирует из Казахстана около 98% от общего объема импорта этой продукции. По статданным Таджикистана за 7 месяцев текущего года импортировал 27 961 тонну муки на сумму $10,2 миллиона и 463 125,2 тонны пшеницы на сумму $155,2 миллиона.